Йодгор Исламбеков, вы, наверное, его знаете как Iron King. Напротив тебя в студии атмосфера была совсем по-другому. Пару дней я собрал 20 тысяч подписчиков. Я не смог раскрыть человека, за что мне очень стыдно. Забросьте это дело, может, я все-таки не буду этим заниматься, потому что вот такие комментарии, они выбивают из колеи, да, что называется. Один из них, ваш генеральный директор, пожалуйста, Умет Бабаханов, если можно, дайте мне пообщаться с вами в интервью. Сколько ты заработал за 2019? Я работаю над собой. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию видеоинтервью на Азия Плюс. И знаете, друзья, пандемия, к сожалению, внесла сильнейшие коррективы во многие сферы жизни людей. Причем сделано это было по всей планете. Но затронула она, к сожалению, и моего сегодняшнего собеседника. Это мой хороший друг. Обычно, знаете, он берет интервью у людей, но сегодня получилось так, что в роли интервьюера буду я. Это блогер, который работает в жанре видеоинтервью. Зовут моего собеседника Йодгор Исламбеков. Вы, наверное, его знаете как Iron King. Привет, Йодгор. Как дела, друг? Рад тебя видеть. Приветствую. Да, все нормально, спасибо. Все хорошо у тебя, надеюсь. Йодгор, я уже сказал о том, что пандемия внесла коррективы в работу многих людей. Можешь сказать, затронула ли она тебя? Да, конечно, поскольку я тоже являюсь блогером, жанр интервью, и по моему мнению, думаю, что интервью — это такой жанр, что обязательно собеседник должен быть рядом, ты должен его чувствовать. Когда вот сейчас мы с тобой даже общаемся, если бы я был бы, наверное, напротив тебя в студии, атмосфера была бы совсем по-другому. Возможно, я бы лукавил поменьше, и ты бы это заметил. А тут немного по-другому. Лукавил. То есть сегодня на протяжении всего интервью ты собираешься что-то, может быть, не договаривать или лукавить, да? Я правильно понимаю? Я не сторонник лукавства, но я всегда стараюсь быть максимально искренним, чистым. Это здорово. Я на самом деле заметил в твоих интервью то, что ты всегда очень искренен, очень честен со своими собеседниками. И вот такой вот вопрос. Как ты вообще решил стать блогером именно вот в этом жанре видеоинтервью? Но это долгая история, попробую вкратце, да, объяснить. 2014 год я начал вести свой блог, это было в сфере фитнеса, то есть я там один рассказывал так, чтобы быстро скинуть, без никаких вреда организму. Вот. И потихоньку мне стало скучно, на самом деле. То есть потом я начал делать интервью со спортсменами, и в итоге получилось так, что я и там тоже стало тесновато, и я перешел, в общем, на другие, с других сфер тоже начал приглашать на интервью. И вот сегодня я здесь. Ну, это здорово. Смотри, я посмотрел огромное количество твоих интервью с очень разными людьми. Как ты говоришь, что были спортсмены, да, потом были актеры, музыканты, был даже ветеран афганской войны. Какой вот главный критерий отбора собеседника, вот, с которым ты хочешь сделать интервью? То есть, если со спортсменами все понятно поначалу было, потому что ты сам спортсмен, то вот остальные участники, какой главный критерий отбора? Если честно, для меня лично, сейчас объясню, раньше было так. Я делал интервью с интересными личностями, которые внесли, точнее, какой-то вклад в Таджикистане, и чтобы они были интересными не мне, как бы в первую очередь зрителям, а потом уже мне. Соответственно, такого порядка выбора как такового не было. То есть если интересный человек, я, конечно, узнаю у многих, особенно у журналистов, кто есть интересный, кто нет. Соответственно, я его приглашаю, делаю с ним интервью. А в последнее время, к сожалению, если даже человек интересен, да, и я его приглашаю, то он говорит очень интересные, очень важные вещи, которые происходят у нас в Таджикистане. Например, экономика там, и еще с чем мы столкнемся,
что нас ждет через 5-10 лет. Но, к сожалению, эти ролики не собирают просмотры. Наш народ по каким-то магическим причинам не любит интересные разговоры. И из-за этого сейчас я чуть-чуть поменял формат. Я даю им тот продукт, который они хотят, который, как сейчас принято называть, хайповые ребята. Я их приглашаю, я делаю с ними интервью. People Have, да, что называется, Эдгар, если позволишь так выразиться. А вот смотри, ты сказал, что у нас люди, к сожалению... Да-да. Я не очень сторонник американских фраз, которые перемешиваются, но тем не менее, да, вот ты прав, people have it, да. А вот как ты думаешь, с чем связано то, что людям не интересен тот контент, который вот тебе, может быть, кажется интересным, ну, скажем, другим прослойкам населения? Потому что наш народ деградирует. Пусть меня опять будут кидать камнями, как говорится. Но наш народ, к сожалению, деградирует. Им неинтересно, им лишь бы там ха-ха-хи-хи, там кто с кем поссорился, кто кого обозвал, давай вот его и мы будем смотреть, и, соответственно, там и будут просмотры. К сожалению, это так. Ну вот я хотел бы поговорить насчет твоих подписчиков. Я смотрел на твоем YouTube-канале, там эта информация скрыта. То есть я не увидел, сколько у тебя подписчиков на YouTube, но я знаю, что у тебя почти 4000 в Инстаграме. Вот подписчиков наверняка же с самого начала их было немного. То есть было ли какое-то одно интервью, какое-то видео, после которого пошел вот наплыв вот этих фолловеров? Я знаю, ты не любишь английские слова, но вот подписчиков, повторюсь. Вот какое-то видео отдельное. Ну, блин, это абсолютно просто. Первый, самый хайповый интервью, это был с Хадами Хурбоном, с Ахи Хадамом. Вот он не взорвал. То есть это было под Новый год, и мы буквально за пару дней я собрал 20 000 подписчиков. Ого! Ну, это такая солидная прибавка. Значит, то есть можно сказать, что то что было до Хадами Хурбона, это было, ну, если позволишь так выразиться, в холостую. В холостую, если считать со стороны подписчиков, да. Со стороны просмотров, да. Но я не жалею то, что я делал эти интервью, потому что там тоже были интересные собеседники, которые говорили, опять же, интересные вещи, за которые за эти интервью тоже мне писали, благодарили, говорили, то, что спасибо, что ты делаешь что-то. И я ничуть не жалею то, что я делал вот именно вот с такой вот не хайповый, как говорится, материал. Но тем не менее, пусть он будет, может быть, через лет 10, там, 20 кто-то опять зайдет, посмотрит и что-то для себя узнает. Я буду рад. Ну, отлично. Я уверен, что молодое подрастающее поколение через несколько лет откроет канал Iron King на YouTube и, возможно, что-то новое для себя узнает и выжмет. Эдгар, скажи, пожалуйста, были ли у тебя когда-нибудь видео, которые ты уже снял, смонтировал, но по какой-то причине они в эфир не вышли? То есть ни на YouTube, ни на какой-то другой платформе? Нет, такого не было. Такого никогда не было. Были другие моменты. Ну, не знаю, если это как бы интересно, я могу вкратце рассказать. Расскажи, это очень интересно. Были моменты, когда после интервью, для начала, у меня есть такая вот фраза, точнее несколько предложений, которые я говорю перед интервью. Я говорю, что, ребята, вы, гостю говорю, гость, вы взрослый человек, я взрослый человек. Мы здесь собрались, и мы хозяева своих слов. И то, что мы скажем сегодня, возможно, изменит мнение о нас завтра. Так что, пожалуйста, будьте аккуратны к своим словам. Ну да, здесь уже точно из песни слов не выкинешь, да, что называется, когда будет прямой эфир. Ну, соответственно, мой следующий вопрос, видимо, ты уже заранее на него ответил. Просят ли тебя, есть такая категория людей, которые говорят, давай ты сначала сделаешь видео, смонтируешь, потом скинешь мне, я посмотрю, как я там получился, а потом дам я тебе свое разрешение или не дам для публикации. То есть такие моменты бывают? Такие моменты тоже бывают. Обычно,
когда я приглашаю людей на интервью, и они просят заранее вопросы, я уже им отказываю. Или я говорю то, что мы поговорим на чистоту на месте, или же у нас не будет интервью. Заранее я не даю вопрос, потому что постановочно, это уже не интервью, это не от тебя идет. Это, вот как сейчас, допустим, мы с тобой договорились об интервью, да? Я сказал, мне вопросы не нужны, потому что я хочу вживую, здесь и сейчас, то, что я думаю, я буду говорить с тобой об этом. Да, друзья, я подтверждаю, что когда я связался с Едгором и сказал, что я хочу сделать с ним интервью, и спросил, нужны ли тебе вопросы заранее, он сказал, нет, ни в коем случае, все будет в режиме онлайн, все будет только живьем. Кстати, огромное тебе спасибо за это. То есть, вот здесь вот ты в начале интервью сказал, что можешь иногда лукавить в связи с тем, что у нас идет именно онлайн-трансляция, но нет, ты честен, и это очень приятно. Смотри, Едгор, ты очень тщательно готовишься к интервью, и наверняка у тебя бывают какие-то каверзные вопросы, когда ты, может быть, хочешь задеть, подколоть, да, своего собеседника. Бывает такое, что вот ты вроде как задаешь этот вопрос, а оно ключевое во всем интервью, а собеседник отказывается на него отвечать. И вот как-то весь замысел интервью, он теряется. Такое тоже бывает, но, если честно, во время интервью я не вырезаю эти моменты. Я говорю, я задам вопрос, ты можешь на него ответить, а можешь ты на него не отвечать. Но, тем не менее, долю правды я вытаскиваю из человека. То есть я его предупреждаю, он может сказать то, что нет, я на это не отвечу. Потом я начинаю копаться в этом и найти какой-то хотя бы дать понять зрителю, что о чем была вот эта ситуация или о чем хотел он ответить. Это в основном касается денег. Да? Я допустим, спрашиваю, сколько ты заработал за какой-то период. Он говорит, я это не могу говорить. И я задаю вопрос, например, больше 10 тысяч или меньше 10 тысяч? И он говорит, меньше 10 тысяч. Уже есть ответ. Все, ты мне уже не интересен, да? Ты мало зарабатываешь. Не, факт, что он ответил, зритель услышал, сколько он зарабатывает, да? Да, это такие хитрости ведения интервью, честно говоря. Кстати, как долго ты готовишься к одному интервью и откуда берешь информацию? Потому что, вот смотри, у нас, к сожалению, когда смотрел твои интервью, не всегда находил информацию о твоих собеседниках. Но, когда я смотрел твои интервью, опять же, там ты очень много знаешь о них. Откуда ты берешь информацию? К интервью я готовлюсь как минимум за 2 недели. И я в первую очередь, соответственно, интернет. Я смотрю, если чего-то не хватает, я начинаю звонить знакомых журналистов, друзей. Потом, если у них не могу найти информацию, я начинаю найти знакомых гостя, начинаю с ними общаться. Сначала просто пообщаюсь, а потом уже начинаю какую-то информацию вытаскивать. А потом, если что, я могу напрямую говорить то, что мне нужна информация. Но будьте уверены, то, что я не буду говорить то, что я у вас об этом узнал. Соответственно, все это собираю. Сначала это просто получается наброска этих вопросов. Потом это все приводится в порядок. Из него делается, допустим, это уже журналистское правило, то, что сначала разминка, потом полегче, и в конце ты его добиваешь. Это очень кропотливая работа, я тебе скажу, и ты большой молодец, что вот так вот основательно и тщательно подходишь ко всем своим интервью. Едгор, скажи, пожалуйста, был ли когда-нибудь, или, может быть, есть на данный момент человек, с кем бы ты хотел, прям очень бы хотел интервью, но он или она по какой-то причине отказывается? Их много. Один из них, ваш генеральный директор, пожалуйста, Умед Бабаханов, если можно, дайте мне пообщаться с вами в интервью. Я, наверное, больше года жду интервью с Аки Умедом, но тем не менее, почему-то пока что нету никакого ответа. Я бы очень хотел пообщаться с чиновниками, потому что меня сильно закидывают камнями, то, что я не те вопросы задаю. Перед последним интервью, который у меня был с Каруматом Шариповым, покойный. Насчет чиновников я тебе не обещаю, но с Умедом Бабахановым я обязательно поговорю. Возможно, я направлю его на путь истины, и он даст тебе все-таки интервью, которое ты так хочешь.
у тебя на YouTube-канале, на твоем комментарии, практически на всех видео, вот то, что я смотрел, они открыты. Люди пишут. Причем у тебя есть поклонники, я в частности твой поклонник, мне очень нравится то, что ты делаешь, но, как всегда, есть обратная сторона медали, да? Есть и хейтеры. Когда пишут какие-то комментарии хейтеры, конкретно твои, не того собеседника, с кем ты общался, а твои, как ты реагируешь на это? Если честно, я не читаю комментарии абсолютно. Очень редко, когда меня просят, там, знакомые, там, ответить или там, напиши вот мне, потому что я написал, я захожу, отвечаю, но и еще мне приходит уведомление, да, то есть кто написал, что написал. Если, допустим, будет время, я где-то сижу, я могу, уведомление приходит, я могу прочитать. А там, допустим, под последним видео там более 1000 комментариев. У меня и столько времени нет, чтобы я сидел, это все читал. Я прекрасно понимаю, что хейтеры, они будут. То есть от этого никуда не деться. И тратить на это свои нервы я, если честно, не очень хочу и не готов, потому что у меня есть куда тратить свои нервы и время, и ресурсы свои. Это отлично, что ты вот так вот размышляешь, но все-таки человеческий фактор, его ведь никто не отменял. Я имею в виду, вот ты пролистываешь ленту, да, ты где-то сидишь, у тебя есть время, ты смотришь комментарии, ты увидел что-то негативное. В любом случае осадок, он какой-то остается. Никогда не было, может быть, маленькой мысли о том, что забросить это дело, может, я все-таки не буду этим заниматься, потому что вот такие комментарии, они выбивают из колеи, да, что называется. Паха, я тебе, можно, чуть-чуть по-другому отвечу? Да. Вот этот путь, который я прошел, именно вот в этой сфере, да, сфера блогера, он у меня изначально был очень нелегким. То есть я каждое интервью для меня это, во-первых, это вызов для меня, потому что моя репутация может пострадать. Во-вторых, есть технические моменты, есть там финансовые моменты, да, которые сильно мучают, потому что где-то хватает, где-то не хватает. Кроме этого, допустим, у меня есть еще другие проекты, над которыми я работаю, и нужно как-то это все скомбинировать, и я должен все запланировать так, чтобы другие проекты мои тоже не пострадали. И вот этот долгий путь, который я прошел, там было очень много сложностей. Если я из-за этих сложностей не бросил, что мне говорит о этих комментариях? То есть комментарии, они будут, есть и остаются. Ну, давай вернемся, наверное, к интервью, которое принесло тебе огромное количество подписчиков и лайков. Это интервью с Кадами Курбоном. Ты спросил его в этом интервью, с чем связана такая популярность. Он тебе не смог на него ответить, потому что сказал, что я вроде ничего в этом не понимаю. Показал тебе свой телефон Nokia с Билайном. Типа это вот максимум моего технологического прогресса. Вот как ты думаешь, твое видение, в чем секрет его популярности? Почему люди вот так вот прям сильно стали реагировать на него? У меня после интервью с ним очень хорошие отношения, мы созваниваемся даже до сих пор. Он очень простой человек. Вот эти индийские песни, они у нас очень популярны, особенно вот в таких краях. Он просто начал подражать, нашел свой образ, подал это по-своему, и этим он захватил. У него ни голоса, у него нету особо таких навыков и там играть там еще чего-то на музыкальных инструментах. Но тем не менее, у него вот есть вот этот дар, причем это его дар. Он вот хорошо вошел в этот образ, и он этим и стал популярным. Не о самом приятном. Недавно у тебя, буквально несколько дней назад, вышло интервью с Сашей Москва, причем это удаленно вышло. Почему я сказал не самым приятным? В этом видео количество дизлайков, оно превысило количество лайков.
Понятно, что большинство жителей нашей страны по каким-то причинам не очень долюбливают Сашу Москва. Но твое личное мнение, почему вот так вот получилось, что дизлайков было больше, чем лайков? Хотя в самом видео Саша Москва, я сделал для себя такие выводы, достаточно грамотный молодой человек, который знает, чего он хочет. Да, он не совсем типично выглядит, может быть, для нашей страны. Да, может быть, он чересчур манерный, но он достаточно грамотный. Вот как ты думаешь, почему количество дизлайков превысило количество лайков? Бах, если честно, я ждал, что дизлайков будет больше. И сейчас я даже хочу устроить конкурс. Если какой-то ролик наберет больше дизлайков, чем лайков, я, может быть, какой-то приз могу дать. Эти дизлайки, если честно, ничего плохого мне не сделали. У меня также подписчики растут, у меня узнаваемость растет, многие благодарят опять за этот интервью, многие опять меня закидали камнями. Почему его не любят? Я думаю, что которые у нас в Таджикистане, за пределами Таджикистана, которые не имеют какой-то бэкграунд за собой, просто ориентируются на хайп. Хайп — это такая вещь, что надо найти чего-то, что тебе повысит, неважно, положительно или отрицательно, чтобы о тебе узнавали. Соответственно, парнишка тоже, хотя он во время интервью мне сказал, что у него актерские навыки, но тем не менее я их во время просматривания его роликов не заметил особо, но тем не менее он точно так же сделал. Что он сделал? Он один раз вышел в сеть, начал подпевать таджикские песни. Смотрит народ, начинает к нему подтягиваться, начинает его обсуждать, соответственно, хайп идет. Второй раз он начал танцевать в тюбетейке. Опять хайп пошел, потому что нашему народу не понравилось, что он в тюбетейке, он нетрадиционной сексуальной ориентации, начали привязать к нему, но тем не менее, да, то есть, но тем не менее он говорит то, что я натурал. Соответственно, вот это и есть простая причина, что наш народ сам делает из человека знаменитым. Он сделал один ролик, смотрит, его хейтеры начали гасить. Сделал второй ролик, опять начали гасить. Ну, вот в этом направлении пошел. Тогда хорошо, такой вопрос. Лично твои впечатления после общения с Сашей Москва? Мои впечатления, то, что да, он действительно простой, безобидный человек, учится на юридически, грамотный парнишка. Плохого я о нем ничего не могу сказать. Моя позиция со стороны, то есть я беру интервью. Я не хочу ни в коем случае лезть в его личное пространство, хотя я ему задал личный вопрос, потому что это был самый главный вопрос моего интервью. Вот. Но тем не менее, да, то есть впечатления остались абсолютно простые, хорошие. После интервью он даже мне написал то, что, блин, я начал, у меня ностальгия была по тому, что, я начал, я в ролике показал там несколько зданий, где он раньше ходил, учился и все такое. У меня даже слезы пошли, спасибо тебе огромное. Я говорю, все, больше я с ним не общался, мы с ним ни друзья, ни там товарищи, ничего. Ясно. Ядгур, скажи, пожалуйста, были ли у тебя когда-нибудь интервью, за которое тебе было очень-очень стыдно? Стыдно? Стыдно. Да. Что там, что за интервью и с кем они были? Для меня было очень важное интервью с Олегом Фезовым. И я не смог раскрыть человека, за что мне очень стыдно. То есть тебе стыдно, что ты сработал плохо как журналист в данном случае?
Да, да, да. А если брать вот в целом? Я, в принципе, не журналист, но как интервьюер и с таким человеком и стараться, чтобы я его смог э, раскрыть по максимуму, я считаю, что у меня это не получилось, и мне стыдно за это. Ну вот смотри, ты же наверняка анализировал все произошедшее после этого интервью, да, и ты когда просматривал, наверное, ты думал, блин, вот здесь надо было вот этот вопрос задать по-другому, либо какой-то должен был быть дополнительный вопрос. Ты сделал для себя какие-то выводы, и сейчас можешь сказать, что там было не так? То есть, может быть, это не было пару вопросов, либо, может быть, вообще интервью пошло в неправильном направлении, что ты не смог открыть Олега? Когда я готовился к интервью, опять же, я даже к Далеру Назарову пошел, с ним пообщался, узнавать у него, какой он был раньше. Я с другими ребятами пообщался. Но за день до этого мы собрались с друзьями. Наверное, сильно переживал или что, я не спал. За этот ночь я не спал. И на утро я за 2 часа, что ли, заранее встал, там, приготовился, пошел на площадку, где мы должны были снять интервью. И я там, наверное, вот из-за того, что я мало спал и очень переживал, у меня не очень хорошо получилось. Хотя Олег на площадку пришел где-то за час или за 40 минут. Мы с ним долго общались без камер, без ничего там. Я думал, сейчас у меня получится, но, тем не менее, у меня не получилось. Но я не смог не запустить этот интервью. Но это всегда, знаешь, это отличительная сильная черта мужчины, когда он признает, что в какой-то момент он был слабым. Это очень похвально. И я, кстати, желаю тебе, чтобы у тебя в жизни больше не было таких ситуаций, как произошла с Олегом, чтобы у тебя все было на мази, что называется, и все было гладко. Еще такой вопрос, Юдгор. У нас в Таджикистане в жанре видеоинтервью работает очень-очень мало человек. И, скорее всего, наверняка тебя неоднократно сравнивали с Юрием Дудем. Вот как ты относишься к такому роду заявлениям и не раздражает ли тебя это? Для начала хочу сказать то, что до Дудя мне очень далеко. Вот. Первое время, если честно, мне было немного... Я был горд тем, что меня сравнивают. И с первое время меня сравнивают, мне часто об этом говорили. Я как бы... поскольку я нигде не пишу свое имя в интервью, я только гостя представляю и свое имя не пишу, и многие искали, как меня зовут, начали ассоциироваться, вот, то есть все, таджикский вдуть, и все. Это и клеймо, как говорится, на мне осталось, и мне уже было бесполезно с этим бороться. И потихоньку это начинает меня уже немножко раздражать, потому что, у меня есть мое имя, как бы. Я не отрицаю то, что я смотрю его интервьюшки, я не только его смотрю, я многих смотрю из русских, и украинские есть нормальные интервьюеры. Вот. Но, тем не менее, сейчас, если честно, мне не очень приятно. Не знаю, вот никогда не копировал ни вопросы, ни стиль, там, ничего. Особенно у Дудя. То есть, потому что это было бы очень стрёмно. У них своя сфера, свой мир, они вообще другие, и оттуда брать, копировать и задавать здесь эти вопросы, это бессмысленно, потому что гости все равно, они живут у нас, в Таджикистане, и тут все по-другому. И, соответственно, этого никогда не было, и я очень постараюсь, что никогда у меня этого не будет. Вопросы я создаю сам, я их ищу, стараюсь сделать так, чтобы они были интересными. Это все здесь и сейчас, то есть никого я не копирую.
Ну, это здорово, это правильно, потому что в любом случае менталитет, даже если говорить об этом, он тоже очень сильно отличается, скажем, от того же российского или украинского. Да, Йодгор, вот ты сказал о том, что ты смотришь интервьюеров из России, в частности, в Дудя, какие-то украинские каналы. На какие каналы еще ты подписан в YouTube, помимо именно тех, которые занимаются жанром видеоинтервью? И почему? Если честно, я никого не подписан, если честно. Если мне что-то нужно, я захожу, вбиваю. Я очень много смотрю, если честно, этого. Познера смотрю много. Я смотрю Дмитрия Гордона с Украины. Есть, ну, там еще, ну, потом что я смотрю? Я в последнее время смотрю стритбол, баскетбол на улице. Вот. И мне это интересно, я это смотрю. Ну и, соответственно, если с какой сфере у меня гость, соответственно, я в этой сфере буду копаться, буду искать там информацию. А так я ни на кого не подписан. Давай вернемся сейчас к твоему каналу. У меня очень, мне кажется, важный вопрос для твоих подписчиков и для людей, которые вообще хотят заниматься видеоблогингом. Насколько легко и можно ли вообще монетизировать такого рода блогинг у нас в стране? Если говорить о местных производителях, которые хотят ли с тобой сотрудничать и готовы ли платить тебе за это? В этом плане немного сложнее. Есть продукт, а есть потребитель на него. То есть с моими, допустим, 5-10 тысяч просмотрами, возможно, эти люди, они являются потребителями вот этого продукта. Но наши рекламодатели, они на это не ориентируются. Они больше ориентируются на то, что если много просмотров, неважно, где это, что это, они с ними и работают. Но такого понятия, как таргетинг, да, то есть, к примеру, если наушники там, или какой-то гаджет небольшой, недорогой, соответственно, можно работать с определенными людьми, блогерами, которые ведут просто там больше с хейтерами работают, да? А есть, допустим, другой продукт, который, допустим, моя аудитория плюс 25 в любом случае. Конечно, зависит от гостя, но тем не менее, в основном это 25 плюс. И эти люди, да, им, если продукт соответствует, и у меня просмотров будет мало, но это является ядро твоего продукта. Давай поработаем, давай сделаем рекламу на площадке. Они пока что не понимают этого. И мне очень сложно получить рекламу именно у нас, в Таджикистане. Потом есть другая проблема. Какая? Это в основном наш YouTube смотрят наши же соотечественники, но за пределами Таджикистана. В основном это Россия, Америка и тому подобное. И вот многие наши рекламодатели, которые здесь, в Таджикистане, они этого не понимают. Они думают, что просмотры есть, все, давай работать будем. Это временно, скоро это все исправится. Ну и, наверное, главный вопрос. Сколько ты заработал за 2019? Вот видеоблогинг. Сколько денег он тебе принес в 2019 году? За 2019 год я даже боюсь эти цифры, наверное, баксов 200-300. Не тысяч, просто баксов 200-300. Просто 200-300 баксов, которые, ну я не знаю, они просто уходят на дорогу туда, поехать туда и приехать сюда. Я на канале еще не заработал, честно. Йодгор, ну давай, теперь твой любимый блиц. У тебя в Инстаграме поначалу, первые твои публикации, они, там 90% постов, они касались спорта. Поэтому главный вопрос, спорт или блогинг? Блин. Кстати, хороший вопрос. Все-таки блогинг. Блогинг, ну так он за целый год 200 баксов может принести, а спорт в него только вкладывать, да? Я правильно понимаю?
Нет, есть другой ответ, потому что в спорте то, что мог, я уже доказал. Ну, а в блогинге, да, есть куда стремиться. Как ты думаешь, в чем тебе повезло больше всего в жизни? Какая-то вот вещь, которую скажешь, вот оно, то, что вот мне вот прям повезло. Мне везет с людьми, если честно. Вокруг меня всегда собираются очень хорошие люди, но поскольку у меня характер очень плохой, в чем я тоже признаюсь, и я не ценю это, а когда ты теряешь, а потом начинаешь задумываться. У меня есть это. Ну, я думаю, может быть, раз ты это понимаешь, может быть, просто стоит пересмотреть свои жизненные принципы в этом смысле. Я сейчас тебя не пытаюсь наставить на путь истинный. Я с тобой абсолютно согласен, и я работаю над собой. Это здорово. Саморазвитие – это всегда хорошо. Кем ты видишь себя через 5 лет? Через 5 лет я очень хочу, чтобы я был хорошим человеком, вокруг которого собрались те же люди, которых, возможно, я обидел, и чтобы они просто посидели со мной за одним столом. Ну что ж, будем надеяться, что так и произойдет. Ты очень часто в своих интервью задаешь один из главных вопросов. У тебя есть кумир, и что бы ты сказал своему кумиру, оказавшись перед ним? Для начала давай выясним, кто твой кумир. Знаешь, Баха, кумира как такового у меня нету, но у меня есть определенные люди, которых нету в живых, с которыми я бы не прочь пообщаться. Вот главная вещь, которую бы ты сказал этим людям. Ну, например, да, если бы у меня была бы возможность пообщаться с людьми, которые ушли из жизни, да, в Таджикистане, мне очень хотелось бы пообщаться, допустим, с Мубуракшо, которого нет сейчас. И я бы у него просто спросил бы у него, зачем. Да, я не буду комментировать, что ты имеешь в виду. Да, понятно, это очень печальная тема, мы с тобой об этом как-нибудь в другой раз обязательно тоже поговорим и затронем эту тему. Ну, еще один вопрос, последний вопрос из Блица. 3 совета, которые бы ты дал начинающим блогерам, для того, которые хотят встать вот на эту скользкую тропинку? В первую очередь, это не ждать, когда все будет хорошо. Я имею в виду в плане финансов, техники, возможности. Просто нужно брать и делать. Это первое. Второе. Если ты делаешь, делай это хорошо. Третье. Пожалуйста, блогеры дорогие, если даже вы не начали или продолжаете, следите за своим контентом и сделайте хороший продукт, чтобы нам не было стыдно. Йодгор, спасибо тебе огромное, спасибо, что ты отозвался на это интервью, спасибо, что отвечал очень искренне и, кстати, не лукавил ни разу. Я тебе лично от себя и, наверное, не буду голословным, от имени всех твоих подписчиков скажу, что мы желаем тебе только успехов, что у тебя все получится, ты на правильном пути, и пусть, да, в какие-то моменты, может быть, тебе не везет, может быть, в какие-то моменты бывают какие-то затруднения, назовем их так, но я уверен, что все у тебя получится, мы тебе желаем удачи и успехов. Спасибо огромное. Друзья, я напомню, что с нами на связи был Йодгор Исламбеков, это наш знаменитый блогер, он же Iron King. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся и услышимся на волнах радио Азия+. Берегите себя, пока!